Ну как? Ужас. Гриша? С нами что, сегодня четвертый? Это четвертый. Нет, Гриша. Наша передача пока только на троих, но с ужасом. На троих в эфире. Слава Богу, слушайте, это вообще да. А ведь потому что, здравствуйте, уважаемые телезрители, это потому что Хэллоуин. Кто-то называет это праздником. Кто-то называет это праздником. Кто-то отмечает это более. Эта тыква стоит очень долго и так далее, и так далее. В связи с чем начали разговор, собственно, потому что 31 октября отмечался по всему миру чудесный праздник, хотелось весны и труда сказать, Хэллоуин. Вот эта штука, я всегда думал, как называется? Я всегда думал свечка с тыквой. Нет, не угадал. Нет, это не свечка с тыквой, это называется светильник Джека. Светильник Джека, который представляет собой тыкву, на которой выложено зловещее, вот оно, зловещее, ухмыляющееся лицо. Как сказала Елена, в зависимости от того, что вырезал, так ты себя представляешь. Это вырезал Григорий Иванович. Нет, это не обо мне. Это не тебе, хорошо. Значит, внутри тыквы зажженная свеча, особенно популярна в Шотландии и Ирландии. Но у меня все равно не оставляет ощущение, что мы четвером. Поэтому я попросил бы, если можно... Спасибо. Как-то это все... Мне только одно непонятно, как мы так влились в ряды ирландцев, шотландцев и прочих. А по всему ли миру? По всему ли миру это вообще отмечается? Нет, ну сейчас уже Япония подключилась, вообще Азия. Короче говоря, индустрия начинает работать. Конечно. Это большая индустрия для общества потребления, это замечательно. Ну, то, что это бизнес, это очевидно. Потому что, вот смотрите, я много чего почитал по этому поводу. Выясняется, что Хэллоуин, это помимо всего прочего, помимо этой самой тыквы, которая пугает, это еще облачение в карнавальные костюмы. Совершенно разные нечисти или сверхъестественных персонажей. Там Баба Яга самая, наверное, так скажем, чистенькая и самая симпатичная из всех. Ходить от дома к дому, например, выпрашивая сладости и всего прочего. Специфические игры гадания, все это есть. Пугалки и все прочее. Индустрия клубов какая. Костюмы все эти продаются и так далее. Ну вот, Гриш, вопрос такой, прежде всего, вот волнует нас всех. Ну, давайте подумаем, нам надо это отмечать, праздновать, или это все-таки надо нам стараться отпихивать из себя все эти... Для меня 31 октября это день Святого Луки. Ну, называют, насколько я знаю, полное название «Поклонение всем святым». Да, этот праздник очень давнишний, кельтский праздник. Но это у них. Это у них, да. У нас так. Лен, не мешает нам это, как ты считаешь? Мешать, может, не мешать. Чужой для меня праздник. Чужой. Конечно. И боюсь прослыть, конечно, ретроградом, старушкой какой-то там. Но, понимаете, я горжусь прослыть. Чужое. Не люблю День Святого Валентина. Мы когда-то уже обсуждали эту тему. Хэллоуин не понимаю, не хочу. В русских традициях тоже есть языческие обряды, есть моменты соприкосновения с миром мертвых. Это вообще в природе человека стараться общаться с потусторонним миром. Но давайте мы будем как-то в своих традициях это делать. Вымогать сладости мы можем ходить в Рождество. Сегодня родительская суббота. Родительская суббота, если это пошло, так сказать, Дмитровская будет. Да, я понимаю, но в целом действительно у нас тут, вот, мне кажется, в этом празднике, если это можно назвать праздником, да, у них довольно много элементов и наших, да, в том числе там сладости, да, одевать карнавальные костюмы, там что-то языческие какие-то, там и от язычества много. Чем он взял? Он взял своей красочностью, огнями. Осень, сумеречно. Вы знаете, грустно. я хотел... Не забываем индустрию фильмов ужасов, которые тоже, маски из фильмов ужасов переходят, вот эти все скелетики, черепушечки, разодранные лица. Да даже эти игрушечки. Все дела, игрушечки. Да наш Змей Горыныч, по сравнению с Франкенштейном, просто красавчик. Я ведь хотел сейчас вот этот петь момент... может хором опять-таки. Да, их они троем могут петь на троих, конечно. Но дело вот в чем, на троих все это дело. Что-то как-то так мне грустно стало. Я вспомнил сразу «Змея Горыныча» с 3 головами и передачу на троих. Я не о другом в данном случае. Вам не кажется, что все-таки для молодежи, которая это отмечает, это различных клубах и так далее, это просто повод? Они, наверное, многие вообще не знают, в чем суть. На самом деле, вот слово «просто» очень коварное. Вот с этого вот «просто», да, оно, так сказать, тысячи бед. Тысячи бед с этого слова «просто». Потому что какой образ на себя человек берет, он этому образу начинает соответствовать. Те стороны души начинают разворачиваться в сторону этого образа. Ведь когда мы говорим про образа дома, да, образ Христа, мы говорим о норме, да, о самом светлом. Когда, так сказать, человек ставит во главу угла другой образ, он потихонечку... Ну вот, кстати, православная церковь именно с этой точки зрения и трактует вот этот праздник как победы сил зла над силами добра. И мы, значит, это активно принимаем, культивируем. Я здесь даже отставляю в сторону как бы христианскую идеологию, все что угодно, да, просто какой-то общечеловеческий настрой.
Мы сдаемся силам зла и делаем это радостно, хихи-ха-ха и весело. Когда мы ночью ждем Деда Мороза, предположим, с подарками возле елки, это, наверное, тоже в какой-то степени есть немножко страх какой-то, какой он и так далее. Ну, это ожидание это волнение. Это ожидание чуда. Но когда появляется вот это чудо... Почему мы берем на том же Западе, у тех же кельтов, почему мы у англичан, у ирландцев не принципы работы почты берем, когда записочка доходит там за 3 часа? Почему мы, скажем, у японцев берем не работоспособность? Почему берем это суши? Да, ну хорошо мы взяли суши на здоровье, да? Почему мы не берем то, что нам помогает жить? А берем индустрию, которая нам же, так сказать, это впаривает. Такими темпами на следующий год все, кто празднует Хэллоуин, будут делать это в кильтах, да, то есть в юбках знаменитых, клетчатых юбках шотландских, ну чего уж там, коль начали, так говорится. Но дело каждого, наверное, выбирать, кому какой праздник. Вот Хэллоуин сейчас у нас происходит в Усинском районе. Лукойл пролил нефть. Ну, так он пролил еще когда? Весной пролил. Да, но сейчас зато прокуратура впервые обратила внимание о том, что все-таки относятся они несерьезно. И выяснилось, что заплатили лукойловцы штраф, но в итоге выяснилось, что практически ничего исправлено не было. У нас, Гриш, к этой теме есть небольшое видео. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на этом ручье. Убрать-то не убрали, да. Ну вот, то, что было снято. Ну, это вот нефтесодержащая жидкость, да, так называемая. Ну, там практически, наверное, чистая нефть, наверное, в какой-то степени. Кроме того, было обнаружено, что там все было засыпано песком. А песком засыпать вот разливы нефти нельзя. Ну, вот это настоящий... говорят в этом вот, смысле, что они действовали по технологии, что это возможно. То есть у Лукойла в этом смысле есть своя правда. Своя аргументация. Но, не знаю, у меня такое ощущение, что действительно Гриша прав. Все-таки это в какой-то степени уже экологический Хэллоуин. И даже если компания заплатит, может быть, большие штрафы, она заплатила весной около 5 миллионов рублей за то, что была загрязнена территория, в соответствии с законодательством. Сейчас она заплатит на больше, природа от этого не легче. А как, реально ли обойтись? Вот реально ли обойтись без этого? Нет, я просто сейчас и почитала на эту тему довольно много. Льют везде. Недаром. Но везде по-разному реагируют. Да. Вот в чем вопрос. История-то именно в том, что нужно делать оперативно, максимально эффективно для того, чтобы ущерб был минимальный. Недаром еще в 2007 году шла речь о том, что нужно создать фонд нефтяной для ликвидации последствий аварии, что, в принципе, все нефтяники должны сбрасываться. В российские нефтяники имеете в виду, да? Да, потому что никто от этого не застрахован. Есть, конечно, кардинальные способы. Американцы, например, запретили сейчас добычу нефти в арктическом шельфе. Да, именно для того, чтобы спасти свои рыбные промыслы. Потому что там ущерб существенно превышает ту выгоду, которую дает рыбная Лен, не отрасль. противоречишь сама себе. Но вот все-таки получается, что да, ну такова технология производства, да, так оно построено, что невозможно обойтись. Вот вроде как, по твоим словам. Но при этом есть варианты, при которых людям тяжело жить в таких условиях. Ну, извините, от наших разговоров сейчас, наверное, жителям ну, вот я говорю, варианта два. Не легче. Или запрещать совсем, или стараться минимизировать ущерб. А у них ведь есть, насколько я знаю, ну, те же компании «Лукойл» и другие, у них помимо там внимания к добыче, естественно, потому что это реальная прибыль и так далее, но у них ведь есть серьезные технологии, связанные с ликвидацией вот таких вот аварий. Но ведь надо вкладываться в эту историю. Можно штрафы платить, но от этого земле-то не легче. Вкладываться, и, во-вторых, это должно быть в каких-то промышленных масштабах, так сказать, ликвидация тоже. А то добывают в промышленных масштабах, а убирают... А ликвидируют 3 волонтера. Да, это что за подход? Если государство не будет закрывать глаза на эти вещи и будет... Ну, слава богу, природоохранная прокуратура как-то среагировала, но плохо, что среагировала полгода спустя. Лето, ну, еще, понимаете, есть ведь еще Greenpeace, есть ведь еще общественные организации, которые тоже активно мониторят. Я предполагаю, что все-таки в нефтяных компаниях, которые во многом кормят нашу экономику, а люди социально ответственные работают. И они прекрасно понимают, что скрывать это не надо. То есть вот когда мы читаем о том, что с помощью космос-снимков определили, что там идут разливы, 200 разливов, а мне, на мой взгляд, должны самые нефтяные компании это изучать, смотреть и докладывать о том, что это произошло. Вот такая открытость, она поможет совместно решать эти проблемы. Но сейчас, мне кажется, в этом смысле нефтяные компании существенно продвинулись вперед. Потому что я вспоминаю какой-нибудь 94-й. Ну там вообще была блокада, и прежде. Никому ничего, да там немножечко и так далее. Но все равно социально ответственные они странным образом почему-то перед южными регионами. Вот там они делают парадные деревни, там они комплексы строят. Это ты какие регионы имеешь в виду?
Ну, это, так сказать, Лукойл работает не только же в Коме, да, он где-то работает там. А почему? Почему так считаете, такая история происходит, Гриш? Потому что там больше населения, здесь больше глушь, север, Да, здесь же пустоты. населения-то нет. Здесь, А там людей здесь как бы ради кого там, дескать, практически. убиваться-то там. Да. Ну живут. ничего, решим проблему и все. Не хотелось бы играть из шпионов, а вот мы тут выяснили, что от нас скрывали и так далее. Времена эти уходят. Ну, мы получим помойку просто. Если не будем реагировать вот на это, мы получим помойку очень быстро. Мне кажется, тут и компания Лукойл.ком должна быть максимально Вот заинтересована. опять-таки, возвращаясь к Хэллоуину, давайте научимся у цивилизованного мира решать вот такие проблемы. В том числе. Они эти, так сказать, морды... Безусловно. Когда они, вот история, которая произошла в Мексиканском заливе, Да. компания откровенно говорит об этой ситуации, огромные выплаты. Просто высаживаются огромное количество Само людей, собой, конечно. техники, все собирают, максимально убирают, рекультивируют. В том числе, кстати, и волонтеры, да? В том числе и волонтеры, которые просто живут да, там и помогают компании да. это делать. Они честно признаются, да, произошла ситуация, давайте вместе решать эту проблему. Может быть, при помощи денежных средств, которые зарабатывает компания на таких вот месторождениях. Заплатите местным жителям, я думаю, они тоже выйдут и помогут. Помимо всего прочего, были и достаточно мирские и интересные темы на этой неделе. Знаете, что хочу спросить? Вы читаете что-нибудь? Ты вот мы вот грустно обсуждали сейчас с Геной, что на самом деле стали читать гораздо меньше. Я сразу говорю мы, как будто бы вот я такой, ну, как бы не один такой, да. Вот. Но на самом деле, конечно, мы читаем в разы меньше книг. Хотя, например, вот, например, поэзии я вместе с интернетом стал читать в разы больше, чем читал, скажем, 5, 7, 10 лет назад. Интересуюсь я в связи с тем, что на этой неделе очень актуальна стала тема чтения, интереса к чтению, побуждения к чтению, для чего библиотекари со всей страны поехали не куда-нибудь, а в Карткирос. Почему Карткирос? Дело в том, что по итогам работы за определенный период времени Карткиросская библиотечная сеть была признана одной из лучших в республике. Там была построена хорошо работа с книгой, с читателем. И именно там был организован вот этот форум-фестиваль книги. Ну, называется он «Читаем вместе» и был посвящен 175-летию нашей библиотеки, Национальной библиотеки республики. Да. Приезжали писатели, специалисты библиотечного дела и обсуждали о том, что сделать, чтобы люди не забыли чтение, чтобы сделать, чтобы люди не забыли что-то, как выглядит книга. Но Я, вот действительно... например, не представляю, что нужно сделать. Все-таки мы сейчас переживаем немножко шторм такое увлечение интернетом. Это спадет. Гражданское общество у нас немножко в таком апатичном состоянии находится, когда начнет просыпаться и пройдет вот этот вот первый, так сказать, первая горячка интернета, возвращение книги будет. Потому что все-таки, несмотря на интернет, айпэды и все прочее, Штаты читают много, вот. Европа читает немало, читает много. Вы знаете, я когда вот думал над этой темой, вот когда держишь в руках книгу, это очень, извините за выражение, у нас 35+, это очень интимный процесс. Я ведь подготовился к этому разговору, я попрошу вот нашего оператора, подайте, пожалуйста, вот эту штучку мне. Это называется книга. Спасибо большое. Называется книга. Вот, посмотрите. Ой, представьте, вот Пауло Коэльо, чудо, вот так вот держишь в руках, Модный, вот так вот в руках модного писателя. Только ты видишь этот текст, ты один на один с этим текстом. Когда ты находишься перед айпадом, перед монитором и так далее, ты ощущение такое, что ты весь на миру. А здесь вот ты на один с этими словами, с этим писателем, в руках подержать. Здесь еще удобно. Я, например, люблю читать так лежа на животе, например. Там, вот так люблю почитать. Я себя с айпадом отдайте, пожалуйста, мою книгу. Что вы так? Это история. Вот о чем хотел бы сказать. Гриш, но ведь ты писатель, у тебя издаются книги. А тебе как интересно, чтобы твою книгу держали в руках? Или чтобы ее читали в интернете? Мне все равно. На самом деле книги... Ну как все равно, Гриш? Но если продадут, ведь это денежка карман. Так ведь на самом деле электронные торги тоже могут быть, книги да. тоже. Ну, если ты выложишь свою книгу в открытом доступе, тогда... Все-таки писатель пишет для того, чтобы своими идеями, какими-то историями поделиться. Ты считаешь, заработок это? Нет, заработок почему? Заработок ведь может быть и в сети, и в электронных делах. А ты вот, у тебя нет своего сайта, куда ты выкладываешь свои произведения, мысли, скакуны? Нет, есть же Проза.ру, есть Стихи.ру. На Проза.ру, на Стихи.ру стоит имя, фамилию набрать. С одной стороны, да, хотелось бы, чтобы молодая писательница, например, из Карткиросского района или поэтесса, могла издать свою книгу, всем показать, продать ее, посмотреть, показать на ярмарке и так далее. Да, конечно, есть этот но с другой стороны, денег у нее для этого нет. Это огромная сумма денег. И она просто выкладывает в сети. Да, и где люди могут все это читать. Тогда нам просто нужно разбить проблему на две части. Значит, мы сейчас будем говорить о том, читают ли вообще... да. Или продукты или что читают. Да, да. Или читают ли книги, да. Да. Поэтому давайте поговорим тогда теперь в разрезе, читают ли вообще. Читают. Я думаю, что с развитием интернета читают много. Вопрос в другом, что читает. Да.
Вопрос в другом, что читают. И появление, Наши дети, молодежь, и появление так далее. новых жанров, таких жанров, как демотиваторы, например. Да. Или там наоборот. Ну, это картинки, демотиваторы. Нет, это тоже, это тексты в том числе. В том числе грамотно, короткий составленный текст. А что такое плейкаст, например, когда стихи на фоне каких-то картинок, Музыки, плюс картинок и так фоном далее. музыка. Это ведь тоже литературное произведение, но вот упакованное в такой фантик, да? Ну ведь известные ярмарки, да, лейпцигские и московские ярмарки говорят о том, что уменьшается количество продаж. Да, на самом деле, так сказать, издатели кричат. Вот, я внимательно смотрел и в интернете, и по телевидению, и в Лейпциге кричат европейские издатели, О что чем они падает. кричат? О чем вопиет Лейпциг? О том, что меньше тиражи, меньше покупают. Вот на в Москве это, то же самое. на это руководитель Федерального агентства по СМИ Славинский сказал буквально на днях мне следующее. Он говорит, тиражи падают, потому что мы в свое время, в 90-е, так насытили рынок, что сейчас нам этого хватает. Поэтому Возможно. тиражи падают. Поэтому в этом страшного-то, собственно, ничего нет. Так я тоже считаю, что это волна. Это некий период, который надо будет просто прожить. Это, знаете, чем можно сравнить с музыкой? Почему, например, в 90-х, 2000-х снова Битлз, снова Роллинг Стоунс, снова Deep Purple, да? Почему? Да потому что еще не успели осмыслить явление-то. То есть оно все еще с нами. Мы все еще с этим явлением живем. Вот. И поэтому в 2000-х получилась такая эклектика. С одной стороны попса, с одной стороны какие-то новые движения, новые течения, а с другой стороны все еще питаемся тем, что так сказать, вышло в 60-е и 70-е. Гриш, как заставить людей покупать книгу, держать ее в руках? Не надо заставлять. Может быть, какими-то методами, скажем... Знаешь, у людей есть одно замечательное качество. Они любопытные и любознательные будут всегда. А значит, никуда не денутся. Они за книгой пойдут. Да, есть период, вот сейчас, когда увлекаются малым жанром, блогами и так далее. Ну и что? Это всего лишь период. Нет, ну в конце концов, рыночные всем способы есть, да? Косноязычие и прочее. Косноязычие, неграмотность, албанский язык и так далее. Все равно же выработаются критерии вверх-вниз, лево-право. Правда ведь? Чисто или грязно, там, так сказать, сделана вещь. Это же все равно будет. А мне нравится очень одна фраза, не моя, но я под ней подписываюсь. Чтобы мотивировать людей читать, нужно говорить им, что люди, которые читают, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Верно, верно. Я хотел бы, чтобы наши телезрители сейчас заглянули в свои библиотеки, если они есть, и протерли там пыль, если она на них осела, так скажем, в связи с тем, что давно не поднимали книжечку, и почитали бы там Александра Сергеевича Пушкина, а если хотите почитать что-то пожестче, откройте книжку Григория Спичака. Он, кстати говоря, его книга относится вполне к легальным вещам, которые не запрещены читать, и в том числе и в сети. Я почему об этом говорю? Потому что появилась у нас недавно, буквально вчера, появился новый сайт, новый такой портал, который называется запретинфо.gov.ru. Это такой портал, на котором вы можете сообщать название сайта, который, по вашему мнению, незаконен и делает что-то противозаконное. Я попросил бы нашего режиссера сейчас показать скриншот этого сайта. Вот он так вот выглядит. Вы можете вот туда, вот в искомый ресурс, указывать, значит, название сайта, и он, возможно, будет закрыт. Какая информация считается незаконной? Это, конечно, детская порнография. Это инструкции по суицидам и изготовлению наркотика. Вот эти три момента принципиально важны. Если мы, например, или вы, уважаемые друзья, увидите такой сайт, вы можете указывать вот в этот портал, и через 2 суток, если это будет доказано, там работают эксперты, буквально через 2 суток он будет размещен в специальном перечне сайтов, которые в досудебном порядке должны быть закрыты. Ваше мнение, это эффективно, это нужно было делать? Гриша, как ты думаешь? Нужно, конечно, нужно. И, может быть, даже уже давно. Другой вопрос, ведь нас-то тревожит не то, что сделали это. Эта вещь-то замечательная. Да. Как будет работать нас всегда? Это на самом деле есть наши желания, а есть практика. Не будет ли использовано? Конечно, обязательно будет использовано в политическом смысле, в конкурентном смысле, там, да, потому что мы же понимаем, технологически очень легко разбросать ссылки на эти сайты и пользуясь этими рассылками, тем, что появляются в комментариях. Закрыть целый сайт. Закрыть целый сайт. И потом доказывай. А иногда в интернете или в бизнесе потеря суток – это потеря всего. Ну, тут, кстати говоря, обсуждается, если, предположим, размещена какая-то информация, предположим, как изготавливают наркотики на каком-то нормальном сайте, то будет закрыт весь сайт. Или будет убрана эта информация. Да. Конечно, говорят о том, что должна быть убрана информация, чтобы весь сайт не страдал. Даже, да? Я считаю, Гриш, вот я немножко придерживаюсь другой точки зрения. Я не думаю, что будет каким-то образом использоваться или как-то еще. Цели здесь, очевидно, понятны. Ресурсов таких немерено, огромное количество. Другой вопрос, что люди, которые захотят использовать это в своих целях, они могут вот тут от тех, кто сидит на кнопке,
вот от этих экспертов очень многое зависит. Ну вот по этим вопросам, наверное, можно быть... Можно. Да, Нет, мне вообще нравится сама попытка установить хоть какие-нибудь правила игры в интернете. Потому что это же сейчас вольница такая. Там нет лоцманских карт вообще. Вообще да. Нет. А это вот одна из попыток хоть как-то упорядочить. Ребята, давайте договоримся. И это всегда хорошо. А вообще интересно, да, мы пытаемся что-то делать в интернете, да, регулировать движение, чтобы, ну и так далее, чтобы были какие-то лоцманские. А у нас до сих пор скотина бродит по улице. Так. Ее отрегулировать не можем. Такое, ребята. Начинаем о высоком. Интернет, да, гаджеты, понимаете. Корова А тут низкая, корова, по-твоему? а тут Это корова. низкая, по-твоему, корова? За что люблю, Гриша, вот зато и люблю нашу республику. Она такая провинциальная, хорошая, Домашняя, чистая. добрая. Да. Нет, Во-первых, это есть коровы, это хорошо. Но второй момент, к сожалению, коровы... Не священные. Да, не священные, но они подвезены, до сих пор пасутся. Второй раз скажу прямо за сегодня. Ужас! Так, сейчас вот этот второй вариант, Хэллоуин, коровий Хэллоуин, серия ледяной. вторая, мы сейчас увидите на экранах. Знаете, я такой ужас видела только в послевоенных Ну это же кадрах. апокалипсис, да. Да, ну вот это на какой подвизинга происходит. А, кстати говоря, вот эта история уже другая. Это Ухта, по-моему. А это вот Ухта. На помойках, на Здесь помойках. на помойках Да. пасутся кони и пони. Это была вторая серия Хэллоуина сегодня. Ну хорошо, что коровы есть еще. Но то, что с ними делают, на мой взгляд, это преступление. И разговор человека, который отвечает за эту историю, о том, что да подождите, скоро под крышу Нет, загоню я и так видела далее. это здание на Юргане, которое показывали. Там же стены одни, ребята. Там вообще Нет, ничего дело в том, что нет. человек, насколько мне известно, получил и субсидии какие-то под Да, он развитие получил своего субсидии. бизнеса. Нет, но они говорят, что там где-то что-то задержалось, крыша не была вовремя готова, какие-то проблемы были у завода-изготовителя. Хорошо, если Лен, ты понимаешь, Лен, что грядут такие совершенно проблемы. верно. Зима приходит не за один день. И у тебя скотина в таком состоянии, и не предпринять вообще никаких мер, у меня почему-то в голове не укладывается. Я так понимаю, что мы как-то уже стали свыкаться с тем, что капустка у нас замерзает под снегом, картошечка замерзает, стали бить по рукам в связи с этим. Вроде как поменьше стало. Но сейчас вот то, что мы увидели сейчас, насколько я знаю, на одном из интернет-ресурсов в республике вот эта информация появилась еще, по-моему, аж с неделю или дней 10 назад. Снежок только первый был, ничего не изменилось. С конями, да, то же самое, лошади, А кони. кони-то что бродят? А кони вот так же бесхозно. Вспомните историю, мы с вами обсуждали. Коровы, которые вышли возле Эжвинской школы, да, которые практически по дороге ходили и так далее. Это бесхозяйственность, элементарная бесхозяйственность, на мой взгляд. И за это и по рукам надо бить, да, их закон, так скажем, применить по этому поводу. Кто-то должен за эту историю ответить. Здесь вообще целая матрешка, на самом деле, ответственных лиц. В том числе, извиняюсь, ну, например, это сам участковый в данном случае отвечает как-то за порядок на улицах. Я не говорю про дикое поле, да, я говорю про улицы. Участковый должен как-то Вот реагировать. с участковыми там плохо, не участковые участковые, знаете, 128 деревень с у нас нашими с концами. участковыми интересная Я не история. говорю в селе, я говорю- Видишь, я говорю про участковых, например, возьмем не здесь историю. Вот мы сейчас с вами обсудили провинциальность, патриархальность в какой-то степени нашей республики. Это коровы и кони. Это ничего. В Уссыльме круче ситуация. В Уссыльме ловят уже в течение нескольких дней козла. И этот козел, он бодает людей, он нападает, он напал на женщину. Он утаскивал ее куда-то в свое логово. Он козел. Понимаете, он козел. И эти козлы оккупировали практически Уссыльму. Они бродят по Уссыльме, мешая прохожим, автомашинам, движению. О чем вы сейчас это увидите, и вы услышите, что скажет по этому поводу полицейский участковый. Я прошу нашего режиссера показать эти кадры. Слушайте, летом была, ни одного козла в Уссыльме не Вот видела. посмотрите, вот Уссыльме. Это уссыльмские козлы. Снято было чуть пораньше, как вы понимаете. Сейчас, я надеюсь, они уже, да. А вот эти животные тоже ходят по улицам. Собаки. Вот, собаки. Вот такие, вот видите, вот они это стали нападать на собак. О, посмотрите, почесывается, он чешется. почешет, да. После обращения, значит, данные материалы занимается участковый уполномоченный. И в буквальном смысле, значит, он выслеживает данное животное, чтобы установить его хозяина. Хотя сам хозяин должен оклеймить свое животное и, значит, обратиться в сельский совет и поставить его там на учет. Спасибо. Итак, хозяин должен животное оклеймить или заклеймить. Заклеймить. Да, заклеймить. Кроме того. Заклеймили мы уже. Поэтому у нас участковые занимаются делом. Они разыскивают козлов, которые, значит, мешают людям жить и работать. И женщин утаскивают куда-то там. Господи, какая у нас чудесная республика. Какие проблемы. Вот где-то, да, там. Сказка. Вот, в Москве дети не знают, что такое козел. А животное имеется в виду. Вот водить их сюда туристическими тропами. Да, их там козлы забодают. Вы знаете что? Может быть, это будет вот то же самое воспоминание на всю жизнь. А за мной в Уссыльме
Положим, бегал козел. А сколько видео можно снять? Сколько можно снять же в этих вот фильмах? Прямо это, в YouTube. Discovery нервно курит в углу, да. Да, варианты какие, да. Ну, предположим, там «Любовь зла», а «За козла». Первая серия. Да, конечно, конечно. Давайте Да. о насущном. На этой неделе обсуждали еще, знаете, тему какую? Командировочных. Вот это да. В смысле, это человек командировочный или это деньги? Это деньги. Деньги Это командировочные. деньги 100 рублей для бюджетников Легенда с наших дорог. 2002 года. Ничего, оказывается, не поменялось. Я почему говорю «оказывается»? Потому что я-то работаю в организации, где, слава богу, суточные приличные. Так. На них можно, не скажу. Не скажу, это коммерческая тайна, хотя это 600 рублей, да? Так. Ну, Да, тоже да, не бог, да. тоже не бог весь чего, конечно. Не бог весь 600 рублей, Да, конечно, не бог весь чего. Я не угадал, это 800. Так, Лена, И не ограничиваем мы гостиницу. не ограничивай. То есть Вот. сколько есть, столько А есть. оказывается, бюджетники, ученые, все остальные до сих пор ездят за 100 рублей и 550 на гостиницу. За гостиницу. Независимо от того, куда едут. Да. Понятно. Гриша, как ты выживал в командировках? Расскажи, Ты пожалуйста. ездишь ведь, ты же постоянно ездишь. Да, всегда свои деньги. Свои деньги. То есть в Всегда. любом случае у командировок это всегда Командировочный накладно. не вписываешься никогда. Но это просто закон. Плюс с собой еще. Да, что-то. Ну, что-то Ты какие-то там- кипятильник возишь? Всегда. Кипятильник это святое. Неизвестно, куда попадешь. А помните замечательные наши супы в пачках? Да. Вот они спасали. они Что вот значит помните, я их собой. ем. Хорошо, сейчас эти бич-то вот эти можно заварить, да, если что. Наверное, в этих супах есть мясо, судя по всему, неплохо выглядит. Да, хорошо. Значит, вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, сейчас руководители бюджетных организаций нас смотрят. Пожалейте своих сотрудников, которые за 100 рублей должны будут позавтракать, пообедать это и же- поужинать в Москве. А что же Они-то, жалеть-то? это Они-то в чё закон, могут? это в законе должно быть. Где-то А они-то написано. что могут? Они вот действительно есть только пожалеть. Так я и сказал, пожалейте. Я же не сказал, добавьте. Нет, Пожалейте их. Я думаю, что это тема, которую надо педалировать. Вот действительно, Да, конечно. в сообществе блогеров вообще, на телевидении. Потому что, насколько Потому я поняла, там но это уже законодательные анекдот. Это уже противоречия, анекдот. Я трудовой и думаю, бюджетный задание кодекс блогеру, любому вошли. блогеру, кто сейчас собирается в командировку, задание. Вам дадут денежку, сколько положено, 100 рублей на значит, еду и 550. И попробуйте за сделать гостиницу. записи. Попробуйте, запишите все, как вы прожили за эти деньги, и как вы смогли выжить в этой ситуации. Но то, что 20 лет назад исполнилось 20 лет, да, я так 10. понимаю? 10. 10 лет 10 исполнилось тому, как 2002 года 2002 года постановления, это удивительно. Никто Да, ничего по этому на самом поводу деле, не 10 думает. лет назад это было мало. Это было изначально мало. У нас вообще это какая-то странная традиция в России. Вот, да? В СССР было так же. Тоже командировочные ведь были маленькие всегда. Вывод. Да здравствует кипятильник. В Усинске поставили памятник комару. А я думаю, бюджетник должен поставить памятник кипятильнику, В Микуне. благодаря которому... В Микуне. В Микуне. Да, именно там, да, наш железнодорожный узел. Совершенно верно. И там памятник кипятильнику, как той вещи, которая спасает многих командировочных людей. А, кстати, давай просчитаем последствия, когда будут нормальные командировочные. Резко увеличивается мобильность. Резко увеличиваются контакты между людьми. На самом деле там есть свой скрытый эффект еще даже. Безусловно, если командировочные будут сутки питания 3000 рублей, в ресторане Мы можно не будет решать- вернемся. Мы не В вернемся. ресторане можно будет решать практически все проблемы, а эти проблемы сейчас твои, между прочим, обсудим сейчас, вот уже выключив свет. Всем телезрителям мы желаем хорошего вечера, хороших выходных дней. Так и Начался праздники ноябрь, и впереди. праздники чудесные с хорошим количеством оливье, Скоро мы винегретов. запомним, как он называется. Скоро мы запомним, как он называется, а вы все знаете, как он Оливье это называется. святое на Новый год. Да, праздник у Григория в доме называется праздник святого Оливье, а не святых всех, как Хэллоуин. Это была программа на троих. Давайте кое о чем пошепчемся в темноте. Спасибо. Свет, пожалуйста. Так, тазик Оливье все-таки, Гриша, нарезает. Нет, он не Не буду доделать. Оливье на Новый год. Это святое. раз в год. Не Раз трогать. в год ест. А давайте так, если сейчас Оливье сделал, можно все елку ставить. Так рефлекса получается. Это хорошо.